Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. В Ингушетии боевые башни, теряя за отсутствием необходимости фортификационные качества и приобретая черты социальной престижности, становятся больше декоративными, чем оборонительными сооружениями. Если на верхнем этаже чеченской боевой башни с пирамидально-ступенчатой кровлей 2-3 человека могли вести прицельную стрельбу по осаждавшим, используя машикули, то на верхних этажах многих ингушских башен с пирамидально-ступенчатой кровлей не сможет развернуться даже один человек. Ильясов Лечи Махмудович. Тени вечности. Чеченцы. Материальная культура, история, духовные традиции. 2021 год. Страница 169. Посмотрите внимательно в начале ролика на человека с монгольской аурой. Это чеченский историк, доктор исторических наук. В своей пасквиле этот представитель кочевого этноса пытается показать, что ингушские башни, в отличие от чеченских, предназначены не для защиты от вражеских нападений. Прежде чем такое написать, этому кочевнику необходимо разобраться, были ли вообще башни у чеченцев. Конечно, нет. Есть ли источники на этот счет? Есть. Вот один из таких источников, сборник сведений о Терской области. Выпуск первой заметки о Чечне и чеченцах. Владикавказ, 1878 год, страница 24. На территориях, занимаемых чеченцами, встречается немало разнообразных каменных зданий, постройку которых нельзя приписать чеченцам, так как подобные сооружения были вне их средств и умения. Таковы каменные башни высотой в 4-5 этажей, каменные склепы и прочее. Из этого следует, что чечены никакого отношения не имеют к башенной культуре. Приводим другой источник, в котором написано следующее. В половине прошлого месяца чеченский наиб Атабимулла с партией в 100 человек ходил к шатоевцам и акинцам для различных разбирательств по шариату, но ослушание сих племен заставило его возвратиться без успеха в Чечню. Почему он, усилив свою партию до 1500 человек, в конце месяца вторично сделал движение к шатоевцам, опасаясь, чтобы Атабимулла не потревожил галгаевское общество? С 30 сентября я начал уже сосредотачивать войска и милицию близ Ларса для движения в случае надобности в горы, а галгаевской милиции в числе 300 человек приказал занять свои границы. 2 октября передовая партия чеченцев в числе 500 человек подошла к галгаевской границе и, ожидая встретить одни только слабые пикеты, смело взошла в ущелье, но, будучи встречена сильным сборищем галгаевцев, немедленно обратилась в бегство и была преследуема до самых шатоевских границ. По сведениям, полученным сейчас от лазутчиков, чеченская партия, встретив сопротивление в Галгае, разошлась по домам. В следующий раз, прежде чем написать подобное в адрес древнего галгайского народа, обернись назад и вспомни кочевой образ своих предков, которые проживали в Саклях в районе Эндери в сторону Каспия.